Друзья, пусть неземное счастье наполнит вас. Вы вновь на канале «Сказы сибирского шамана». В этом видео я хотел такую тему поднять, как варган и ритм сердца. Вот в прошлом видео, когда я говорил о времени, так сказать, я говорил, что 60 минут в одном часе не просто так сделано, и 60 секунд в одной минуте не просто так сделано. Это интервал, который связан с ритмами нашего сердца, физического сердца. Вообще у человека не одно сердце, у него как минимум два сердца. Это физическое сердце, это тоже не просто мотор какой-то или насос. Помните, как раньше в Советском Союзе пели, так сказать, вместо сердца пламенный мотор. Так вот, сердце не просто мотор или какой-то насос, который качает кровь. Даже вот это физическое сердце – это нечто большее. И вообще, сердце больше самого человека. И еще есть духовное сердце. Я вам говорил о нем, когда рассказывал о предании гиперборейских старцев. Вот о неком диске таком мистическом, который диаметром 10 сантиметров в центре груди, и он имеет ячеистую структуру, наподобие пчелиного сота. Так вот, и физическое сердце, и вот это сердце духовное, оно имеет свой ритм. Этот ритм, он, по сути дела, и определяет жизнь человека. Но, понимаете, современная цивилизация, во-первых, ничего не знает о духовном сердце, во-вторых, оно навязывает чуждый человеку ритм, который против работает и физического сердца, ну и, по сути, духовного, сакрального сердца человека. Вот. Почему варган и ритм сердца? Как связан варган и ритм сердца? Ну, они связаны напрямую, я вам скажу. То есть, наибольшее блаженство, наибольшую радость, наибольшее, скажем так, внутреннее удовлетворение вы получите тогда, когда вы будете играть в ритме сердца. Для начала можно попробовать играть в ритме своего физического сердца. Я не знаю, вот вы делали такой опыт или нет. Я вот делал такой опыт. Я купил себе стетоскоп, ну, фонендоскоп, который используют врачи для того, чтобы слушать сердце, легкие, там, организм человека. И вы знаете, вот, несмотря на глубокую такую теоретическую подготовку, я даже вообще не ожидал, как на меня подействует ритм моего собственного сердца. Вот у меня лично было ощущение, что этот ритм, он как бы даже мне не принадлежит, он какой-то откуда-то из другого мира. Это ритм какой-то основополагающий, глубинный. Это ритм какой-то, не знаю, вселенский, галактический ритм. Понимаете, вся природа вообще, и природа нас окружающая, и космос, да, вот Вселенная, там, галактика наша, Млечный Путь, все имеет свой ритм. Любое живое существо на Земле там, или в других мирах, оно имеет свой ритм. Наши мысли имеют свой ритм, наше дыхание имеет свой ритм, наше сердце имеет свой ритм, там, клетки нашего организма живут в определенном ритме. Ритм нашего организма задает сердце. Ну, скажем, физическое сердце, а если более глубоко посмотреть, то не столько физическое сердце, сколько вот это вот сакральное мистическое сердце. Потому что есть разные миры, есть миры других измерений, сакральные миры. Эти сакральные миры, они свои ритмы выражают вот через наше мистическое духовное сердце. Но сердце мистическое может быть для человека нечто таким непонятным, далеким, он может и не слышать его позывных, да, его ритмов, а все-таки физическое сердце человеку ближе, современному человеку это ближе, он может хотя бы, я говорю, вот взять фонендоскоп и послушать собственное сердце. Вы знаете, так интересно, я прям вам рекомендую, вот. Не зависит от того, занимаетесь вы игрой на варгане, или вы просто, так сказать, живете, или там совершаете какие-то действия. Попробуйте послушать собственное сердце. Я вот уверен, что вы переживаете нечто такое, ну,
такое вот и непередаваемое. Возможно, вы для себя сделаете открытие. То есть я вот слушал свое сердце, да, ну, не знаю, полчаса я там завис и вслушивался. Я прикрыл глаза, значит, фонендоскоп поднес к своему сердцу и прислушивался к его, вот, к его звуку, как вот там срабатывают все эти клапаны, там, как срабатывает в целом сердце. Это очень интересно. Это очень такой процесс. Вот псы сейчас мне не дадут вам договорить, шайтаны. Собачки существа, конечно, интересные, но как мне с ними снимать, я не знаю даже. Те годы, вот мой канал, большинство моих видео были сняты на улице. Сейчас это довольно проблематично. Но в помещении тоже как-то уже подустала я снимать. Зима такой длинной показалась. Зимовка была такая непростая, скажем так. Печка даже у меня немножко не выдержала зимовки. Прохудилась, и сложно было. Я в эту зиму почти не работал над варганами, например. Почти не снимал видео. Такой год. Непростая была зимовка. Но сейчас у нас погода другая совсем. Погода очень контрастная. Например, вот на прошлой неделе один день всего простоял, плюс 18,5. При этом утром было где-то плюс 11 градусов. Вот. А потом, значит, к 17 часам где-то температура резко упала до плюс 14. Вот. А к 18 часам уже было плюс 6. А ближе там к ночи начался снег, и все побелело опять. А сегодня вот это по прошествии 3 дней где-то получается, сегодня минус 10. Вот сейчас, например, минус 1, конечно, но утром было минус 10. Значит, ночью было больше. То есть, видите, тоже как бы ритмы природы сбиваются, они сильно зависят от человека. Человечество такая огромная масса, да. Представьте человека как сердце, и представьте вот это вот... Все человечество – это множество сердец, которые собраны в одно большое сердце. И вот это сердце, когда оно бьется аритмично, ритмом природы, естественным ритмом, когда оно бьется аритмично ритму Вселенной, ритму космоса, там, галактики, да, это вызывает проблемы прежде всего у самих людей, у самого человека. Поэтому я не перестаю об этом говорить и буду об этом еще говорить. Может, какие-то глубины еще буду открывать, делиться с вами. Вот. Сегодня тема как раз вот связь варгана и этого ритма. То есть если, я понимаю, что современная жизнь, она навязывает свои ритмы, часто они чуждые ритмы, ритмы крупных мегаполисов, ритмы крупных городов. Понимаете, когда попадаешь вот в такую среду, как я, например, нахожусь в деревне, да, ритм сердечный и вообще все твои ритмы внутренние, и даже там ритм твоих мыслей, ритм твоего дыхания замедляется. Замедляется, и скорее даже он возвращается к натуральному, естественному ритму, который, по сути, и должен быть присущ человеку. И вот когда ты, представьте его, да, вот, ритм вашего сердца, некая сфера такая, волны. То есть сердце бьется ритмично, и эти выдает волны. Примерно это 60 таких вот волн в минуту. Это очень индивидуально. У каждого может немножко отличаться, но где-то в среднем вот так вот. Вот. И вы начинаете играть на варгане, допустим, и представьте, что вы играете в этом же ритме. Как только вы попадаете точно в частоту и в фазу вот этого волны, вот этой сердечной, у вас происходит какой процесс? Помните физику школьную?
когда совпадает фаза колебания совпадает, ну, представьте, да, волна, вот такая вот волна, синусоида. И когда вот эти вот гребни, да, и нижние части синусоиды совпадают друг с другом, может произойти что? Резонанс. И вот этот резонанс, когда он происходит, человеку от этого становится очень блаженно. Поэтому, если вы играете в ритме сердца, если ваша игра на варгане идет с приложением сердца, сердечное, то есть как раз вот ваш ритм такой же, как вот у сердца. Ну или вы, допустим, делаете не одно, скажем, не один удар по язычку, а там 2 удара язычку, но это кратно вашему вот изначальному ритму. Все равно это происходит. Вот это вот резонанс происходит. И вы переживаете глубокое блаженство. Я это переживал множество раз, поэтому я об этом говорю. Я понимаю, допустим, молодежь хочет каких-то быстрых ритмов, там, каких-то сверхбыстрых ритмов. Есть такая тенденция в современной музыке, да, в органной музыке, ускорять бесконечно ритмы. Ну, с моей точки зрения, это абсурдно, но я допускаю это, потому что, ну, вы свободные люди, вы вправе сами выбирать ритмы и музыку, какую вы хотите. Но я вам с вами хочу поделиться вот этой тайной. Как играть на варгане так, чтобы испытывать блаженство, резонанс испытывать. Состояние резонанса, ну это с чем можно сравнить? С каким-то пиком блаженства и даже с экстазисом, с экстазом неким, да? Состояние экстаза можно пережить. Если ваша музыка совпадает с ритмом вот этого сердца, вашего сердца, сакрального сердца, галактического сердца. У галактики тоже есть сердце. У Вселенной тоже есть сердце. Можно сказать, представьте, каждая галактика – это как маленькое сердце, и собрание этих сердец, вот она, Вселенная целая. Очень, очень интересно, таинственно, загадочно. И можно этим пользоваться для того, чтобы, ну, во всяком случае, самому блаженствовать. А блаженство – это состояние счастья, как бы слово, которое используют, да, вот счастье, например. А это такое слово не совсем, в общем-то, понятное, а что под этим понимать. Лучше его заменить словом блаженство. И когда вы заменяете словом блаженство, все становится очень ясно и понятно. По сути, вот, скажем, если взять якутскую игру, особенно такую неспешную сердечную игру, это вот и есть пример такого вот исполнения. Собачки не дают мне сделать репортаж. Им бы бесконечно, блин, в любви объясняться. Вот такая тайна. Вот, а потом, по мере вашего развития, вы начнете чувствовать и свое духовное сердце, например, и будете угадывать его ритмы духовного сердца своего. И тогда какие-то новые пласты блаженства, блаженной радости, и там радости, какого-то восторга, тоже, так сказать, не замедлят. И вы их ощутите в полноте. Вот что дает, какое преимущество дает игра на варгане в ритме сердца. Ну и я как бы немножко касался этого. Сейчас могу подытожить, что все, по сути, должно, вся наша жизнь происходить в этом сердечном ритме. Деревня в этом смысле, ну, идеальное место. Может, и дикая природа – это идеальное место, где человек вот входит в это состояние. Почему, допустим, вот люди стремятся на природу, там, в горы куда-то, на море? Потому что они там невольно вот, приходят в эту ритмику. Они возвращаются к изначальному своему ритму. А если здесь ритм, то есть и музыка. Вот, допустим, аборигены
там, не знаю, Австралии, Африки, там, Америки, там, Южной, Северной, и сибирские аборигены, да, я вот абориген. Они как относились к музыке? Если в музыке есть ритм, то, значит, эта музыка творит, созидает. Это проявление жизни. Жизнь это тоже, так сказать, ритм, это тоже вибрация, это тоже волна. Так вот, играйте на органе так, чтобы вы вот на этих волнах плавали, блаженствовали, экстазировали, так сказать, входили в экстаз, переживали глубокие вот эти вот чувства. И тогда ваши слушатели, они тоже будут в это входить. Будут, конечно, те, кому и сложно будет в это войти. Для кого-то вот этот дерганный современный ритм стал основой жизни. И, кстати, если посмотреть еще, очень глубоко посмотреть вот в эту тему, то получается, что любая болезнь – это и есть нарушение ритма. Ну, а кто определяет в нашем теле ритм? Ну, конечно, сердце определяет. Поэтому, если начинается нарушение ритма, аритмия, да, то зарождается болезнь. И она проявляется потом. Исчезает, уходит тихонько гармония, исчезает вот это состояние блаженства и радости, и человек начинает другие вибрации источать, другие ритмы. Вот такой тайной я с вами хотел сегодня поделиться. Очень интересно, как вот вы ее услышите, как вы отреагируете, поэтому пишите обязательно комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Это, в общем-то, однозначно, это, ну, как бы не имеет значения для меня, лайки или дизлайки. Но это приятно, поэтому ставьте обязательно. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. У меня скопилось очень много интереснейших тем. Я буду продолжать те темы, которые были. Вот. И сказки, и эпос, якутский олнхо, и славянский эпос, русский эпос. Я тоже доберусь до него и преподнесу вам тоже некоторые тайны славянского эпоса. И тему варгана я буду дальше продолжать. И изготовление варгана, и игры на варгане, тайны варгана, секреты варгана, варгана игры. Так что, друзья, пользуйтесь вот таким ключом. Попробуйте с такой точки зрения, с такой позиции посмотреть на вашу варганную игру и не только, на всю вашу жизнь. Благодарю вас за внимание. Приходите на мой канал. Рад тому, что мои материалы, мои видео производят резонанс в вашем сердце, что вы откликаетесь. Это очень чудесно. До встречи, друзья!